В муниципалитетах Коми определились с общественными территориями, которые выставят на народное голосование в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды. В список вошли 40 объектов в 9 муниципалитетах, 11 в Сыктывкаре, 5 в Инте, по 4 в Ухте, Печоре, Воркуте и Сосногорске, а также по 2 территории в Емве и Жешарте. Победившие в голосовании участки благоустроят в будущем году. От территории победителей прошлого года в 7 муниципалитетах республики ждут преображения уже этим летом. О том, что благоустроят в Ухте, узнала Виктория Науменко. Благоустроим все предложенные территории. К такому решению руководство ухтинской администрации пришло еще в конце минувшего года. Выставленные на голосование объекты нуждаются в благоустройстве в равной степени, считает Магомед Османов. Мы 4 проекта выставляли. Из 4 люди проголосовали, хотя планировали, что будет 2. Но по средствам, которые мы получили, мы поняли, что мы сможем все 4 сделать. Все они в пригороде, где с ежегодным ремонтом всегда сложнее. Так, в поселке Сидью ждут благоустройства территории возле местного клуба. Минувшим летом здесь обновили само здание, теперь окружение должно соответствовать. Конечно, обязательно надо благоустроить, потому что взрослые, дети, пожилые люди. У нас один очаг культуры, вот, пожалуйста, больше у нас некуда сходить. Благоустроят и тротуары по улице Космонавтов в поселке Ярига, которые давно нуждаются в ремонте. Их планируют поднять над уровнем проезжей части, чтобы предотвратить ежегодные подтопления по весне. А еще полностью заменить асфальт и бордюрный камень, как и на площадке по улице Тимирязева в Шудаяге. С нетерпением ждут горожане благоустройства смотровой площадки возле главной достопримечательности Ухты – головы Ленина. Это место стало знаковым и памятным для разных поколений ухтинцев. Это место, знаете, сколько лет? Мы сюда приехали 40 лет назад, он уже был. Как-то подъезжаешь к Ухте, и мы как-то это самое уже по нему определяли. Здесь же летом, например, очень много народу собирается. Ну, то есть это сейчас еще не сезон, так скажем. А здесь летом будет постоянно кто-то, вот, особенно по вечерам. И все это облагородить, красиво сделать, бордюры поставить для безопасности, опять же, там, детей и так далее, чтобы они туда не укатились. Работы здесь обойдутся в 5 миллионов 633 тысячи рублей. Сюда входит грунтовка и покраска монумента, замена светильников, подготовка почвы к обустройству газона, установка урн, скамеек и металлических пешеходных ограждений. Там будет полностью заменен асфальт, там будут бордюры, там будут установлены малоархитектурные формы, там будут урны, там будут, значит, смотровая площадка перед Лениным будет сделана, и под смотровой площадкой будет большими крупными буквами «Ухта» написано. Также в рамках программы «Комфортная городская среда» в Ухте благоустроят 10 дворовых территорий. На эти цели уже выделено более 11 миллионов рублей. На голосование в этом году в Ухте выдвинуты 4 общественные территории. Вновь большинство из них в пригороде. Это участок в районе дома номер 5 по улице Авиационной в микрорайоне Дальний, территория между домами номер 13 и 15А по улице Дежнева, привокзальная площадь аэропорт Ухта и набережная нефтяников на левом берегу реки Чепью. Голосование пройдет с 15 апреля по 30 мая 2022 года в дистанционном формате. Принять участие в нем смогут все граждане в возрасте от 14 лет. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.